Добрый вечер, уважаемые жители Сулейман-Старского района. Сегодня, учитывая обстановку в районе по коронавирусной инфекции, сегодняшняя наша лекция будет посвящена коронавирусу и мерам профилактики при этой инфекции. Вообще коронавирусная инфекция она вызывает, конечно, острое тяжелое заболевание, респираторное заболевание с развитием в ряде случаев респираторного дистресс-синдрома. В Российской Федерации общее число зараженных составляет более 1 миллиона человек. Более 80-50 тысяч из них выздоровели и 18 тысяч из них составляют летальные исходы. Сама коронавирусная инфекция, она считается, что передача инфекции происходит через капли жидкого содержимого дыхательных путей, которые вылетают у заболевшего при кашле, при чихании, как и при других респираторных инфекциях, включая грипп и риновирусы. Возможно также передача инфекции воздушно-пылевым и контактными путями. При этом к факторам передачи можно отнести воздух, пищевые продукты, контаминированные с предметами обихода. По данным Всемирной организации здравоохранения, распространение вируса, по-видимому, в значительной степени было ограничено первоначально членами семьи, медицинскими работниками и другими близкими контактами и, вероятно, передавалось респираторно-капельным путем. Официальные лица же Всемирной организации здравоохранения они прогнозируют, что вспышка болезни она может быть локализована, если эта закономерность сохраняется. Тяжелые случаи заболеваний в основном регистрируются у людей старше 40 лет с наличием хронических сопутствующих заболеваний и чаще возникают у мужчин. Было выявлено также относительно малое количество инфицированных среди маленьких детей. И те из них, кто был заражен, они имели легкое течение заболевания. Также есть опубликованные данные, которые свидетельствуют о том, что все пациенты, у которых заболевание протекает в бессимптомной форме, в течение 2-8 дней они все еще способны передавать инфекцию. И это вызывает озабоченность по поводу эффективности медицинской и социальной изоляции. Клиника коронавирусной инфекции, уже как все уже и так понимают, что в первую очередь в 90% случаев появляется лихорадка, то есть повышение температуры тела, миалгия, то есть мышечные боли, усталость, головная боль и кашель. Это если она протекает в легочной форме, но также сейчас есть данные о том, что коронавирусная инфекция может протекать и в кишечной форме, то есть при этом может вас мучить тошнота, диарея, рвота. Также может протекать и в кожной форме. Есть и кожные проявления коронавирусной инфекции в виде сыпи различного генеза. Все пациенты, у которых наблюдается пневмония, они имеют аномальные результаты визуализации легких. То есть при КТ-обследовании у таких больных сканирование легких симптом матового стекла. Это наиболее частый диагностический признак. В настоящее время уже понятным основным источником инфекции является инфицированный больной человек, в том числе и в инкубационном периоде заболевания. Несмотря на то, что полные сведения о длительности и напряженности иммунитета в отношении этого вируса отсутствует, возможно предположить, что иммунитет при COVID, как и при других инфекциях, вызванных другими семействами коронавирусом, он нестойкий и возможно повторное заражение инфекции. Вообще обстановка по Сулейман-Старскому району по коронавирусной инфекции у нас следующая. 139 человек у нас находятся под медицинским наблюдением на дому, из которых 39 с первично положительным тестом на COVID-19, 74 контактных по коронавирусу и 26 контактных с внебольничной пневмонией. За весь период карантина, начиная с 1.04.2020 года в районе по различным показаниям проведено 5131 исследование на коронавирус. Подтверждены при этом 266 первично положительных случаев. Из них 39 проходят лечение на дому, 1 в стационаре ЦРБ и 1 в стационаре города Махачкалы. 220 человек выздоровели. В настоящее время в стационаре Сулейман-Старской ЦРБ находится 40 больных с небольничной пневмонией. За последние сутки поступили 5 больных, выписано 8 больных. Обстановка по Республике Дагестан у нас. За минувшие сутки диагноз был подтвержден у 78 больных. Всего за весь период пандемии подтвержденных положительных результатов заболевания на COVID-19 достигло 11 598 человек. 10 тысяч человек выписаны из стационаров с выздоровлением, 48 за истекшие сутки. 512 человек с подтвержденным положительным результатом заболевания умерло. Министерство здравоохранения Республики Дагестан и мы, Сулейман-Старская ЦРБ в частности, призываем вас не игнорировать рекомендации специалистов, то есть не забывайте носить медицинские маски в общественных местах, соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метра, используйте антисептики обязательно, при возможности избегайте многолюдных мест. Эти простые правила защитят вас от коварного заболевания и помогут сберечь как свое здоровье, как здоровье свое, так и жизнь, а также здоровье и жизнь ваших близких и родных людей.
Спасибо за внимание.